Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в выпуске. От работы перерабатывающих заводов на километры распространяется неприятный рыбий запах. Вновь возвращаемся к этой теме, чтобы убедиться, нет ли экологических угроз. Наивысшую награду Гран-при суперфинала и первое место в финале международного фестиваля Тургенев Фест завоевала хореографическая студия Яйрума. Ход работ по сохранению и реставрации объектов Абхазской православной церкви обсудили премьер-министр Александр Ангваб и духовенство Абхазской православной церкви, иерей Виссарион, иерей Далмат и иеромонах Давид, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Премьер-министр рассказал, что практически завершено сооружение новой кровли Моковского кафедрального собора. Ведется подготовка к замене кровли уникального памятника православного зодчества Бедийского храма, серьезно пострадавшего во время военных действий от обстрелов грузинской артиллерии. Глава правительства заверил представителей АПЦ в том, что государство будет использовать все возможности для сохранения духовно-материального наследия народа. В скором времени, добавил Александр Ангваб, по согласованию с АПЦ и государственным управлением охраны историко-культурного наследия планируется восстановительные работы и на других культовых сооружениях христианского зодчества. Иерей Виссарион от имени духовенства выразил благодарность президенту Аслану Бжани и премьер-министру за особое внимание к сохранению историко-культурного наследия и в целом к нуждам Абхазской православной церкви. Делегация МЧС Абхазии отбыла в Республику Беларусь для участия в открытом турнире, посвященном Дню спасателя. Официальное приглашение было направлено в МЧС Абхазии от лица председателя горисполкома Бобруйска, где и будут проходить соревнования. Делегацию МЧС Абхазии возглавляет первый заместитель главы спасательного ведомства Тигран Делибалтян. Один из классиков современной абхазской литературы, народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена Ахтапша первой степени Мушни Ласурия 16 января отмечает свое 86-летие. Стихи Мушни Ласурия начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году. Мушни Ласурия возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит ассоциацией писателей, а также продолжает свою творческую деятельность. Мушни Ласурия еще и талантливый переводчик. В списке его переводов роман в стихах Александра Пушкина, Евгения Онегин, поэмы Михаила Лермонтова, Новый Завет и множество стихотворений зарубежных классиков. Кроме того, он является составителем двухтомника антологии абхазской поэзии. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласурия медалью Пушкина за перевод Евгения Онегина. Поэт награжден и другими орденами и медалями. Море волнуется, рыболовные сейнеры не выходят из бухты. Пустуют морские просторы на абхазской акватории, где с декабря активно начался лов хамсы. Рыбная путина приносит значительный доход в республиканский бюджет. 30% от общей суммы за пользование биоресурсами составило порядка 15 миллионов рублей. Однако есть одно некомфортное обстоятельство. От работы перерабатывающих заводов на километры распространяется неприятный рыбный запах. В наших выпусках мы не единожды говорили о данной проблеме и вновь возвращаемся к этой теме, чтобы убедиться, нет ли экологических угроз. Репортаж Асиды Малия. Рыбий жир в цистернах самый свежий. Сухумский рыбкомбинат оснащен современными агрегатами, которые позволяют проводить процесс переработки качественно. И потому специалисты завода уверенно заявляют о высоком качестве и жира, и рыбной муки, которые скоро отправятся на экспорт. Не менее важно и то, что в процессе переработки не образуются отходы, но рыбный запах окутывает всю прибрежную часть столицы и не дает надышаться свежим воздухом. Логично предположить, что неприятный запах образуется из-за всевозможных нарушений условий работы заводов. А душевое пшо подзо брахи нас юфтахар гифтахам ге хучка фи алот норма койрук шо дирейха фильтр кота глоба бра вы мызгызны реджот и рыбсахот и уджого биупсахо вы постоянно вы чобание на производство на англо бра и талан и рыбсахот и джана. Вылов рыбы во время путины контролируется Государственным комитетом по экологии и охране природы Абхазии. Экологи сюда каждый день чуть ли не приходят. В начале в сезона, в середине. Они постоянно здесь находятся. Они постоянно все заводы обходят, контролируют. Люди, если экологам не верят, кому...
Эколог был дня 4-5 назад здесь был. Они постоянно ходят. Что они проверяют? Все. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа лично держит на контроле процессы, связанные с путиной, и охотно дает пояснения на любые вопросы обеспокоенных граждан. Вместе с экологической службой и специалистами из СКБ вот за эти длинные каникулы, что были вот новогодние праздники, после того, как в соцсетях появились недовольство населения или в Гаграх, или вот в акватории Сухума, были проверены на факт соответствия экологическим нормам. Заводы практически работали, не нарушая этих правил, и рыболовецкие суда. Другое дело, что когда был шторм на море, шторма были, как порт укрытия использовали эти сейнеры и транспортники Сухумскую бухту. И вот скопление этих кораблей вызвало у людей, они же не понимают, да, недоумение, что они работают. Они практически просто находились. Это у нас разрешение имеют 27 ловцов и 32 транспортника. Отдельные суда – это транспортники, те, которые рыбу после того, как сейнер ловит, привозят на завод. Рыбоперерабатывающих заводов в Абхазии всего 9 – в Сухуме, Ачамчире и Ачгуаре. На каждое предприятие приходится по 2 или 3 рыболовных сейнера. С начала путины общий объем уже выловленной рыбы составляет чуть более 21 тысячи тонны хамсы, в то время как на прилавках рыбных магазинов ее практически не найти. Я вообще люблю рыбу. Хамса хорошая. Барабулька вообще золото. А хамсу покупали? Хамсу по 100 рублей. Реализатор рыбного павильона Екатерина Шакрыл рассказала, что клиенты часто интересуются наличием хамсы. В таком количестве, как раньше, ее нету, не продается. Но Министерство сельского хозяйства нам обещало, вот сейчас уже после Нового года, если будет качественная, большая, крупная хамса, они нам ее будут поставлять. Они обещали бесплатно нам отдать. Мы, если они нам бесплатно дадут, транспортные расходы, выгрузка, рабочие, девочкам надо заплатить что-то, 50 рублей, 60 рублей, мы можем ее продать. Такая договоренность между реализаторами рыбы и Министерством сельского хозяйства и правда существует. Клиенты хотят крупную хамсу, потому, как пояснил Беслан Джопуа, остается ждать, пока представители заводов сами сообщат о готовности обеспечить рынок крупной хамсой. Мы связались с нашими магазинами, которые в основном торгуют рыбой на рынке. И когда у них есть товарная хамса, то есть это определенный размер за 7 сантиметров, там, то есть не мелкая хамса, то они им готовы бесплатно отдать хамсу до 100-200 килограмм, чтобы можно было на рынке торговать. Но, к сожалению, то ли от того, что нет крупной хамсы, или сами организаторы рынка, магазины не всегда могут по телефонному звонку прибежать и забрать в нужное время рыбу. И несколько лиц как раз смогли бесплатно произвести. В основном они покупают у тех, кто посредников, у тех, кто ловит береговые наши бригады на небольших лодках. Дней 5-6 уже путина опять приостановилась, ее практически хамса пропала, она где-то, видимо, есть ямы, где они находятся. А пока ловля рыбы приостановлена, соответственно, заводы сейчас тоже стоят, и потому жителям Маяка и в целом на прибрежье Сухума стало приятнее дышать. Экологи ни о каких нарушениях не сообщают, более того, говорят о соблюдении всех норм. Многие заводы были переделаны за счет тех же заводов, владельцев заводов, которые переделаны, и небольшие затраты они понесли для того, чтобы переделать фильтра тем нормам, которым соответствуют. Это просто пары, которые выходят из заводов. Это не выброс, никаких выбросов испорченной рыбы. 2 завода, расположенных в районе Маяка, напоминают о себе каждый год на протяжении 3 месяцев, которые для местных жителей и в самом деле становятся пыткой. Действующие заводы запущены на базе тех, что работали еще в советские годы. Говорят, что проблема со зловонием была и тогда. Однако возникает вопрос, по какой причине подобные предприятия находятся в населенной черте. Но это тема уже для другого репортажа. Асида Маля, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Более 10 тысяч единиц незадекларированной табачной продукции изъяли сотрудники ГТК Абхазии в Сухумском порту. В ходе досмотра рыболовецкого судна «Хапулу Осман» в морском пункте пропуска таможенного поста Сухум сотрудники ГТК обнаружили 526 незадекларированных пачек сигарет. Табачная продукция была изъята, возбуждено дело об административном правонарушении.
С 7 февраля по 25 марта Удмуртский государственный университет будет проводить международную онлайн-олимпиаду «Инжениум» по направлениям география, экология, биология, экологические биотехнологии, математика и компьютерные науки, физика и новые материалы, беспилотные технические системы и робототехника. Принять участие в олимпиаде могут заинтересованные в научной деятельности студенты и выпускники университетов любой страны мира, которые не являются гражданами России. Победители будут бесплатно учиться в магистратуре любого вуза России. Заявки принимаются по 6 февраля включительно. По всем вопросам можно обращаться на указанную почту. Наивысшую награду Гран-при суперфинала проекта «Лидеры России» первое место в финале международного фестиваля «Тургенев Фест» завоевала хореографическая студия Яйрума государственного ансамбля «Шаратын». Фестивали проходили в Москве 13 и 14 января. В фестивалях принимало участие более 100 коллективов из разных регионов России. Наивысшая награда проекта суперфинала «Лидеры России» отправляется в Республику Абхазия! Это правда. Не было предела эмоций наших детей. Я даже с ними прыгала там от счастья, потому что настолько это был серьезный конкурс. Он входит в 10 лучших конкурсов России. Я считаю, что наши дети правда заслужили, и они взяли такое почетное место. Мы счастливы и думаем, что мы дальше также будем держать флаг абхазский на высоте, выше всех. С 1 декабря закрыт проезд в Ауатхару. Снежный покров там сейчас примерно 1 метр 80 сантиметров. Об этом Апснопресс сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия. В Ауатхаре и сейчас идет снег. Проезд закрыт из-за возможности схода лавин, сказал Багателия. На озере Рица снежный покров достигает 25-30 сантиметров. Дорога чистая. Любой транспорт может подняться, но только на зимней резине. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 17 января на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью 2,7, днем 5-10 градусов, температура морской воды 11-12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.